Парламентская коалиция потеряла конституционное большинство. Радикальная партия вышла из коалиции и перешла в оппозицию. Такой результат первого заседания Верховной Рады. Оно длилось всего 15 минут. Впервые за годы независимости на открытии сессии Верховной Рады нет хора имени Григория Веревки. Гимн поют сами депутаты. Вспоминают минутой молчания погибших в результате вчорашніх столкновений под парламентом нацгвардійців. От я хотів би, щоб хтось поїхав зі мною ховати тих воїнів. Чому? На сьогоднішній день в моїй країні хлопці гинуть від політиканства. Нам треба закінчувати з цією незрозумілістю в наших стосунках. Якщо ми зараз не зробим висновки, мы повторим 17-й рік. Сразу после этого выступления председатель Верховной Рады закрывает заседание. Оно продолжалось 15 минут. Только депутаты начинают покидать зал, Олег Ляшко созывает журналистов. Сообщает, его фракция выходит из коалиции. Ми не бачимо за можливе далі перебувати в коаліції, яка фактично знищена була вчора руками президента Порошенка, голови Верховної Ради Гройсмана, які всупереч позиції більшості фракцій коаліції внесли до парламенту питання змін до Конституції. 3 із 5 фракцій коаліції вчора не голосували за антиукраїнські зміни до Конституції. Учора в парламенті фактично була створена нова коаліція за участю партії регіонів. В коалицию входили 302 нардепа, теперь 281. Поэтому теряется конституционное большинство. Но в блоке Петра Порошенка обещают обойтись без Ляшко. Коаліція працює, у коаліції на сьогоднішній день достатньо голосів навіть без радикальної партії. Ми здатні працювати, здатні просувати реформи. Ми будемо шукати голоси так само і поза коаліцією. Две другие фракции, «Самопомощь» и «Батькивщина», которые не поддержали законопроект об изменениях в Конституцию об особенном статусе Донбасса, заявлений не делали. Согласно коалиционному соглашению, выход одной из фракций не означает прекращение коалиции до тех пор, пока в ней остается 226 депутатов. Наталья Калинка, Ислам Пинка, Заман АТР. Уже 3 смерти в результате столкновений у стен парламента. Сегодня в госпитале умер еще один боец Нацгвардии от ранений, полученных в результате взрыва гранаты во время пикета под Верховной Радой. По данным министра внутренних дел Арсена Авакова, имя погибшего Дмитрий Сластиков. А народный депутат Ольга Богомолец сообщает о смерти еще одного 20-летнего парня. Вчера в Киеве неизвестный бросил боевую гранату в бойцов Национальной гвардии, охранявших здание Рады. Всего в результате столкновений умерли 3 человека, 130 получили ранения, 6 из них сейчас в тяжелом состоянии. Журналисты «Радио Свобода» зафиксировали на видео, как человек в маске достает из черного рюкзака гранату и бросает ее в силовиков, охранявших здание Верховной Рады. Сразу после этого мужчина убегает с места происшествия. Хлопці впали там. Провокатора, который якобы бросил гранату в стражей порядка под Радой, еще вчера задержала милиция. У него изъяли гранату F1. Подозреваемый Игорь Гуменюк, боец батальона «Сич», своей вины не признает. Об этом заявил его адвокат Сидор Кизин. Защитник утверждает, никаких доказательств того, что именно Гуменюк бросил гранату, нет. Він себе винним на даному етапі не визнає, таких даних у мене немає. Жодних доказів, які б свідчили про те, що він винен, що він кидав якусь гранату, тому що Аваков заявив про те, що там якась РГО граната. На відео ось говорять, що якийсь предмет схожий на димову шашку і так далі. Тобто він не визнав себе винним. Будь-яких доказів про те, що він кинув вибуховий пристрій, внаслідок якого хтось постраждав, в справе немає. Бойцы АТО записали видеообращение в связи со столкновениями под парламентом. Военнослужащие призвали украинцев не поддаваться на провокации и помнить, что настоящий враг воюет с Украиной на Донбассе. Шановні українці, я, як військовослужбовець Збройних сил України, який тимчасово приймає участь тут, в антитерористичній операції, дуже обурений тими подіями, які минули декілька годин назад біля Верховної Ради України.
І тому закликаю усіх українців, усіх небайдужих. Не потрібно починати нової збройної боротьби. Адже головний ворог він тут, на Донбасі. Я занепокоєний тим, що сталося в нашій державі. Ми стоїмо тут не для того, щоб ворог розхитував нашу країну знутрі. І ми не допустимо цього. Ми стоїмо для того, щоб діти наші, внуки, сім'ї сміялися, а не плакали. І ми будемо стояти тут до кінця. Слава Україні! Законопроект о статусе крымско-татарского народа как коренного практически разработан. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила руководитель Центра политических исследований Юлия Тищенко. Она автор прошлогоднего постановления Верховной Рады о признании крымских татар коренным народом. По ее словам, он уже прошел консультации с международными организациями. Теперь ждет решения депутатов. Я надеюсь, что на этой сессии он может быть внесен. И здесь также важно, чтобы и коммуницировать с депутатами, с различными фракциями. Действительно очень жаль, что пока еще и ни правительство, и ни Верховная Рада эти темы не развили так, как, в общем-то, необходимо. Они воспринимаются как очень важное стратегическое для депутатов, для страны. Сегодня во всех крымских школах прошли торжественные линейки, посвященные началу нового учебного года. Для 18,5 тысяч маленьких крымчан звонок прозвенел впервые. Наши корреспонденты побывали на линейке в Бахчисарайской национальной школе. Белый верх, черный низ. Дополнение к этому школьному наряду – фес или колпак. Ведь школа номер 5 Бахчисарая – крымско-татарская. Сегодня эти малыши встали непривычно рано. Они идут в 1 класс. Для них здесь все новое и необычное. Первоклассники заметно волнуются. Математика, задания. Хочешь школу, да? Вырежки минфаль, очи семна кошаром, алмаки чин алтын медаль, яхшиву башларом. Еще больше волнуются родители первоклассников. Гордятся, что их дети будут учиться на родном языке. Очень переживаю. Мой сыночек 1 класс пошел. Мы плохо разговариваем, и я хочу, чтобы ближе к татарскому, к своей нации. А вот второклашки в школе себя чувствуют уверенно и к учебе приступают с радостью. Я соскучилась по нашей учительнице, по школе. Наша учительница нам все рассказывает, мы ее любим. Самый сложный год впереди у 11-классников. Им предстоит сдавать экзамены и поступать в вузы. Но сегодня у школьников только праздничные мысли. Для всех учеников звенит первый звонок. После линейки школьники собираются в классах на свой первый урок – классный час. А учеба начнется завтра. В 1 класс Бахчисарайской школы номер 5 в этом году пошли 70 детей. А всего в Крыму первый звонок прозвучал сегодня для 18,5 тысяч маленьких крымчан. В Симферополе провели обыск в доме матери командира украинского батальона «Крым» Станислава Краснова. На обыск пришли 12 человек. Как сообщает адвокат Дмитрий Сотников, матери Станислава Краснова 69 лет, 40 из которых она посвятила Международному Красному Кресту в Крыму. Рано утром его мать договаривалась с сантехником, которого тоже звали Стас. И она ему позвонила, спросила: «Стасик, когда ты ко мне зайдешь?» Видимо, правоохранительные органы подумали, что Стас Краснов находится в Симферополе, и решили его брать. Так как на обыск приехало 4 сотрудника в штатском и 8, соответственно, спецназовцев в балаклавах с оружием. Они проводили обыск около 15 минут, ничего не нашли, переписали все телефоны, там записной книжки, телефоны на мобильнике, якобы говоря, для установления прослушки. В Крыму начал вещание провластный крымско-татарский общественный телеканал «Миллет». По данным российской администрации Крыма, на него якобы выделили $2,5 миллиона из федерального бюджета. Несмотря на то, что в аннексированном Крыму 3 государственных языка, программы на «Миллет» будут вестись на 2 языках – русском и крымско-татарском, сообщает ТВ-центр. Власть заявила, что «Миллет» станет альтернативой телеканалу АТР. Что будет, я еще не знаю, заранее ничего хвалить не могу. Посмотрим, что будет. Надеюсь, АТР ничего не заменит.
АТР был. А это еще не видели, в каком он формате будет, как он будет вещать, что будет. Мы еще не видели. Ну и если в хорошую сторону можно, а если, ну не знаю. Пока сказать ничего не могу. Правда, сегодня смотрела, появился Милет, но пока думаю, что это несравнимо с нашим АТРом. Посмотрим, что дальше будет. Нет, АТР нет, ни за что не заменит. Я так считаю, что не заменит. Потому что все привыкли к АТР, все его, в каждом доме его смотрят. Вот, поэтому я считаю, что его уже никто не заменит. Пока не видела. Меня не было дома месяц. Не надо АТР заменять. АТР стало как-то, как символом. Наверное, не надо. Ну, может, пусть еще один будет, но заменить нет. Многочасовые очереди и скандалы. Так проходит прием в детской районной поликлинике Красногвардейского района в Крыму. Здесь не хватает специалистов, но и работать никто не хочет. Здание в любой момент может развалиться. Детали в сюжете. Почему они не говорят? Вот туда идите, ругайтесь, что вы здесь? Такие скандалы в детской районной поликлинике Красногвардейского района не редкость. У родителей маленьких пациентов не выдерживают нервы. В душном и тесном помещении ежедневно собирается сотни людей, чтобы попасть на прием к специалисту. Здесь и больные дети, и здоровые, которые рискуют заново заразиться. Я стою с утра, моя карточка вот здесь вот лежит, я до сих пор не могу пройти, потому что они либо сверху закладывают, либо кого-то своих пропускают. Но это просто... Мне слов просто нет. Но у меня знакомая проходила медкомиссию с ребенком. К одному врачу 3 дня приходила. Она пришла, очередь на улице заняла. Целый день простояла, прием закончился, потому что уже время, понятно, они тоже люди. Она пришла на следующий день, опять не успела. Она на 3-й день пришла к 7 утра, чтобы в обед сюда попасть. Раньше нормально было, а сейчас вообще уже. Тут до вечера стоишь. Ожидать приходится по несколько часов, но туалета для посетителей здесь нет. Причина очередей в нехватке специалистов. Один из 2 педиатров и единственный лор в отпуске. Заменяет их оставшиеся врачи. Люди вынуждены ждать, пока лор-врач выйдет из отпуска. Приходят на прием к участковому педиатру, который, естественно, не имеет права отказать, не может отказать. И смотрит лор-больных. Даем направление на стационарное лечение в детскую республиканскую больницу. Молодые специалисты ехать сюда не хотят. Условия работы здесь нечеловеческие, признаются врачи. Трещины в стене и прогнившие полы. Так выглядят здешние кабинеты. Это она вся заваливается. Вся заваливается. Я могу сделать тоже кабинет, несколько кабинетов уже за свой счет. Я уже договаривалась, за свой счет именно конкретно со специалистом мне сделают кабинет, 1-2 кабинета. Но опять-таки мы сделаем, оно опять все будет, но стена заваливается. Здание аварийно, рассказывают врачи. В прошлом году сюда приезжали представители Минздрава Крыма. Признали, что ситуация критическая, но ВОЗ и ныне там. 12 жизненных историй переселенцев из Крыма и Донбасса. В столице прошел спектакль в театрализованно-дискуссионной форме, посвященный как переселенцам, так и всем жителям материка. Подробнее в сюжете. А что там этот мой мальчик, который вчера заплакал? Виктория сегодня исполняла роль общественного деятеля Лизы Богутской. Именно она во время аннексии Крыма помогала военным на полуострове, не боялась высказывать свою позицию. Позже была вынуждена перебраться на материк. Она была уверена, что она может изменить эту ситуацию. И она готова была делать для этого все, чтобы именно изменить эту ситуацию и любовью изменить. Я учусь у нее быть смелой. На спектакле было представлено 12 жизненных историй переселенцев из Крыма и Донбасса. Роли исполняли студенты, а также сами переселенцы. И я с ребенком со своим разговариваю, она там: «О, папа, опять бомбят». Было очень легко понять этих людей. Я чувствую некоторую трудность этого всего. И когда говорю «домой», то я уже не знаю, что такое дом там или дом здесь. По словам драматургов, обрабатывать материал было нелегко. Из 48-часового материала истории переселенцев собрали 1,5-часовую версию. По сути, здесь вот в этом спектакле собраны личные боли наши, личные боли режиссера, личные боли актеров. Поэтому это было очень, это было легко, это было долго, но легко. Спектакль прошел в театрализованно-дискуссионной форме, длился 1,5 часа.
Гульсум Халилова, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР. Это все новости на этот час. Всего хорошего. Будьте с нами.